Кто давно на канале, тот, наверное, знает, что по традиции я останавливаюсь на этом месте. Традиции, ребята, стараемся не нарушать. Вот моя деревня, понтонная переправа, которая соединяет следующее село, так скажем. И, в общем, ребят, я сегодня выскакиваю. Всем привет! Январь месяц, ребята, 8 число. Всех с прошедшими, с наступающими. В общем, ребят, всем здоровья. Потихоньку перетоптали в 25-й. Такие дела. Только-только рассветает, 8 утра, начало 9, еще темно. Сделал домашние дела, протопил печку. С утра рано приехал в деревню, наладил дела, в общем, ребят, и покидался. Короче, выезжаю. Еду, ребята, наверха, дальняк, так скажем. Одна из таких дальних рыбалок у меня, ну, где я катаюсь. Надо пройти дорогой, селом, в общем, и дальше больше. Будем заезжать потихоньку, пробовать на лима рыбачить. Ну, естественно, комбайны, ребята. Так, полюбил я эту рыбалочку. Нет, подлавливает она у нас рыбейку, даже в глухоземье. Вот. Щучку мы половили в этом сезоне, отлично. Ну вот, теперь у нас, ребята, дальняк. Я сегодня налегке, так скажем. Ну, как налегке? Полный кофр, снасти, запчасти, ключи там и так далее. Все там самое основное, так скажем, ребят. Кофр большой, очень удобно. Ну, здесь саночки, бур. 10 литров бензина, ребята, взял. Живец. Тут какие-то продукты, в общем. Ну, так, по мелочи. В общем, еду с разведкой, так скажем, ребят, потому что печальные новости. В этом сезоне очень плохо. У нас с морозами было. Да и у многих люди на лед попадают только сейчас некоторые. А некоторые вообще льда не видят. В общем, ребят, одна из самых больших рек в моем районе. И плохо подмерзла. Вот почему, ребят, с опозданием, так скажем. Но я обычно до Нового года, после Нового года я начинаю ездить. Но есть информация, что много очень воды. Лед местами очень хреновый, дырявый. Короче, очень опасно, ребят. У нас уже есть горький опыт. Я уже тонул. Я знаю, что это такое. Ну, это озеро, ребята. Здесь река, течение. Здесь совсем все по-другому. Здесь вдвойне опаснее. Вот. Так что как-то будем тыкаться. Рекой пройти невозможно. Будем как-то тайгой петлять, потому что точки у меня где-то в протяжении 5-6 километров. Желицы, комбайны. И как-то надо попадать вот в эти пятаки. А лесом там плохо. Там тяжело. Короче, ребята, вот так вот как-то. Ну что, будем пробовать. Навалило снега, буранок нету. Новогодние праздники. В общем, едем топтать дорогой. Смотреть, выставляться. Может, какая-то рыбалка получится. Не знаю, ребят, вернусь я сегодня, не вернусь домой. Так как друзья городские приехали в деревню отдыхать. Может, у них останусь. Возможно, к Лехе заеду. У него переночую. Кстати, многие спрашивают за Леху. Где Леха? Да все нормально, ребята. Кстати, работает. Молодец. Вот, не знаю, попаду, не попаду. Ну, короче, не знаю, ребят. Так что топливо есть. Посмотрим. Вернемся, не вернемся. Ну, короче, как-то так. Так что давайте, ребят, со мной. Поехали, начинаем. Начинаем движуху. Все, ехаем. Давай, коль мой вороной. Подперли. Погода, кстати, ребят, класс. 18 минусов. Теплый.
Так, друзья, ну что, я на месте. Ну как на месте, это первая точка. Первая точка. Здесь кто-то рыбачил. Причем недавно. Ну, следы, понятно, запорошены, но кто-то тут стоял. Воды вроде здесь нету. Вот. Ну это понятно, что здесь курья. Выход в реку. Вот. Вроде как нормально. Здесь я обычно ставлю жерлицы. Бывало здесь попадало. Неплохо попадало и налим. И щука. Вот. Ну кинем здесь жерлички, что. Я думал, буранок нету, там дорога целая, натоптана. И какой-то вездеход ходил. Вот. Ну, на комбайны надо выше, ребят, намного подниматься. Вот в чем и прикол, что с этой точки, грубо говоря, нужно идти по льду. Ну, останавливался в деревне, парни приехали, я поздоровался с ними. Там дальше Андрюха беда, говорит, аж черное все. Так что вот я и говорю, по реке, наверное, будет неразумно ехать. А по берегу тоже такое все, ребята. Ладно, что, давайте начнем. Бросим здесь штук пяток. Так, на проверочку. Обычно так и начинаю. Там. А потом уже смотрю, что, как и почему. По-другому никак. Так что погнали. Так, ребят, ну что, блин, полный карман. Надо выгрузить, мешает. Сейчас надо с глубиной тут понять. Надо понять с глубиной. Чё почем. Потому что тут должно быть мелко. И надо найти вот эту бровку. Бровочку эту надо найти. Так. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы, ребята, поглядим, как говорится. Ну и посмотрим сейчас, какой лед. Я думаю, то, что с песком, наверное, опять беда. Потому что осень без снега была, замерзала без снега в основном. А тут пляжи, надувы. Так, что у нас тут? Ё-моё.
Раз, два, три. Нормально. То, что нужно. Около метра с-подо льда. Это самое то. Даже надо меньше искать, ребята. Карасишки, бедолаги, жили весь Новый год в холодильнике. Ничего, нормально, живые. Но на лиму-то обычно, ребят, я особо не поднимаю. Но здесь и щука может быть. Да и с подъема я ловил на лиму. А так, желательно, конечно, тупо на дно положил. И все. Это обычно на тычке так на жерлице все-таки поднимаю. Потому что щука. Так, ну ладно, что, пойдет. Я думал, жерлицы ставили. Тут ничего-то не жерлицы, ребят. Что-то искали рыбу, что ли. Слишком часто лунки. Так, тут пробуем. Да, вот была вода, походу. И она замерзла. Сейчас 2 слоя стало. Так. 2 слоя. Тут попробуем. О, пошел песочек, наш любимый. Вот он, ребята. Вот. Зараза. Так, друзья, на этом месте закончил. Сейчас перейду на другую сторону. Там по реке поворотик хороший. Там тоже штук 5 кинем. Наблюдаю картину такую, ребят. Вот морозное утро, 18 градусов. Ну, на реке может 20-очка. Вот. Так бы солнышко было, и прям идет циклон, ребят. Не знаю, будет видно на камеру, не будет. Вот ровно надо мной такие тучи, ребята, прут. Вот она. Конкретно уже заходит. Вот этот циклончик идет. Вот, ребята, мороз. Вот идет тепло. Ну, зараза, там 4 снежинки показано. Короче, опять снега будет. Море. Вот, лучше бы морозы постояли, промерзла бы хорошо вся эта вода. Вот, а потом снежочек, блин, ну вот как-то так оно. Снег будет. Так, ладно, что, переходим на ту сторону. Ну, теперь я понял, ребят, почему я только отошел чуть дальше. Все, вон она, жижа вот эта. Вот она, жижа. Блин, тут через речку-то опасно проходить. Пешню надо взять, потыкаться. Потому что тут крутит. Здесь глубина метров 6, наверное. Ну, кто-то он, собака или кто ходил кто-то. Непонятно. Да. Вот эта вода. Засыпала ее снегом просто. И нифига не мерзнет, блин. Пешню надо доставать. Вот тут еще ямка такая интересная. Можно там, в принципе, попробовать поставить. Сколько? Раза 2 ставил. Что-то не срабатывало у меня там. Хотя такой, как остров здесь. Затишок. Ну, блин, самое то на лиму. Да. Замерзла, не замерзла. Ни хрена. И по реке, да, ехать не хрен вообще. Будем пытаться как-то так пробраться до заветных мест. О.
Перешел, ребятки. Нормально. Поляна. Обычно вот здесь палаточка стоит. Да, много рыбалок здесь. Особенно по налиму. Шикарное место. Ну, тоже с характером. Бывают, а бывают, как даст. Нормально. Блин, снега, ребят, по колено, офигеть. Ну, вода там есть, да. Водичка есть. Не будем рисковать, наверное. Хотя вот по-хорошему дорогу вот раз сделаешь, и она мерзнуть будет. Вода вот то, что выходит, она потом крепится, дорога. А никто не ездил вообще. Вообще нет следов. Никто не ставил, не рыбачил. Все, ребят. Начну. Хоп. Поворотик. Сейчас тут 5 штучек кинем. 5-6. Есть вода немножко. Сейчас лунки сделаем, попрет еще, блин. Ладно, что, работаем. Тут прям надо точечно, ребята, выставлять. Сразу лишнее не бурить. Шуга. Шуга. Так, мимо. Ножи, конечно, у меня уже все, ребят. Ни хрена не будет. Уголок в шуге, он хрустит. О. Что тут у нас? Шуга. Хрен пробьешь. Да, шуга. Мимо. Нифига, ребята. Отсюда начал. Бам, 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 бам. Все, ухожу и все шуга, ребята. Еще и камни какие-то. Хана ножам. Вообще труба. Аж куски выломал. Такой хруст, как... Это не вручную чувствуешь. Тут похрену молотит. Тем более шуруповерт хороший. Ну чё, не знаю, дальше что продолжать, не вижу смысла. Обычно вот так поворотиком этими брал. Здесь затишок, течения практически нету. И вот здесь хорошо попадалось. Ну вообще, просто аж бур туда не заходит. Конкретно. Короче, место отпадает. Ладно, что, поперли дальше, ребята. Поперли дальше. Сейчас будем ехать, смотреть обстановку. Зря только шел сюда. Ну ладно, хоть посмотрел. Буду знать. Не знаю, что, уже январь месяц, что шугу не вымыло. Не пробило нифига. Жалко. Ну, на 5%. Желаю всем удачи. Так, ребята, раз там не получилось, тут доставил берегом еще. В общем, комплект здесь стоит. Комплект, короче, на курье поставил. Поперли дальше. Будем смотреть места. Искать рыбалочку. Комбайны сейчас надо ставить, ребят. Кровь из носу. И красота, ребята, в лесу. Вообще сказка просто. Просто сказка. Буранка есть, дорога есть. Ну, докуда, конечно, она интересна. Скорее всего, до кордона. А дальше нету. Красота вообще. Ребята, показать. Вот обычно по этой стороне вот я ставлю жерлицы. Видно, что там сочится вода. Прям видно, что там много ее.
Ну это ладно, ребят, полбеды. Я еще думаю, как так? Не поверю своим глазам. А теперь вижу. Там, ребят, просто все открыто. Просто угол, где я обычно заканчиваю. Там реально охренеть. Вот это капкан. Прикиньте, ребята, здесь получается тоже тонкий лед. Вот корка покроется сантиметр. Снег насыпет сейчас. И кто-нибудь врюхается. Вот это да. Офигеть. Целая промоина. Как так-то январь месяц, блин. Тупо вон открытое все. Жесть. Да, дела. Офигеть. Ну и нафиг оно надо, ребят. А сколько таких мест может быть? Тупо там майна метров 10. И вот пробуй, езжай. Да. А мне вот как раз туда и надо, ребята. Все выше и выше и выше. А сколько там таких поворотов? Сколько таких капканов? Что, попробую дорогой пройти. Буранка, скорее всего, до кордона идет. Дальше ее нету. Придется топтать дорогу. Блин, ну ладно, что. Пробуем, что. Ну, блин, опасно. Офигеть, ребята. Смотрите, какая тема. Кто бы, да, сказал, январь месяц. Тупо открытая, вообще можно на поплавку нарыбачить. Там ничего, не перекат, ничего. Там нормальная яма. Старая бураночка есть, друзья. Кто-то ходил. Давно, правда. Но есть. Интересно, докуда она пойдет. Я сейчас просто большой круг буду делать. По реке бы сейчас хоп-хоп, 2 поворота и все уже на месте. Комбайны можно будет ставить. А сейчас мне придется круг делать. Бешеный. Не знаю докуда. А, в принципе, она и все тут закончилась, да? Блин, а? Куда она, интересно, идет? Ой, там ручей. Вот это беда, ребята. Тут же ручьи же еще, я забыл. О, они открытые нафиг. Они нафиг открытые, ребята. Я не пройду. Тут беда полная. Нет, кто-то он объехал боком. Тут же полностью ручей идет. Кто-то тут, не знаю. Капканчик, ребятки. Не пускает. Не пускает. Ну, в принципе, вот тут его можно проскочить. Конечно, ломает сильно здесь. Блин. Вот такие вот дела. Странно, почему-то шла буранка и обратно идут пешие следы, то бишь туда. Походу дядька там докатался. Да. Не, ну можно проскочить-то, скажем, там мелко. Блин. Попробую объехать. Ха-ха, ни хрена, ребят, не получается. Тут болотина, блин. Тут тоже канавы. Тут все вот так. Я даже не знаю сейчас, куда еду. Тут все шиповником поросло.
и не вижу, куда ехать. Сейчас просто буду вот так петлять, объезжать, и я не смогу попасть. Ё-моё, вот дела-то, блин. Нафиг, пьем чай. Не пускают, ребятки. Речечка-то, январь месяц. А я еще в этом году думаю, нафиг, лед слабенький. Спешить не будем. Там ручей, ну там можно, ну там вот так, раком, ребята, понимаете. Там надо или что-то рубить. Топор не взял. Дурень, хотя знал, что тайгой пойду. А если дерево будет валяться, не объехать. Там надо делать настил. Потому что снегоходом-то все-таки немножко по-другому. База здоровая, ребята, 4 метра. Корыто подымется, а собака вот так воткнется, нырнет. И потом копайся в этом ручье, блин. Ой, туда надо с пилой ехать, конкретно заниматься, напилить, настелить, мост сделать, потому что там вот так. Нет, я бы мог бы рискануть, конечно. Но если я воткнусь, кто потом меня дергать будет отсюда? Этой связи-то нету. Короче, возвращаюсь, ребята. На кордон у Васьки там стол, беседка. Там чай попьем, будем думать, что делать. Я комбайны там наделал новых. Червей, блин. Дендробену купил. Опять с осени не дожили нифига, блин. Зараза. А внизу где потом ставить? Внизу нет перспективных мест. Там именно, где желез стоял. Надо вот туда съехать. Там уже разведано годами. Рыбка там есть. Вот дела, ребята. Вот это рыбалка, блин. Поехали, короче, на кордон. Будем кубы кидать. Надо где-то бросить. А где бросишь? Нигде не бросишь. Там зашуговано. Тут открыто. Тут ручей. Вот тайга таеженка, ребята. Не так все просто. Нормально все, щелкнул что-то. Этот, понял. Ну что, привет, кордон. Как дела? Никто тебя не навещает? Да? Никто тебя не навещает? Да, друзья, дела, конечно, делишки. Вот как-то так, блин, офигеть. Нет, ну ладно, там ручьи-то, хрен с ним, с этими ручьями. Как такие дырки там могут быть-то вообще, я не понимаю. Ребята, кто смотрите, кто насысали рыбачит, аккуратно, на технике. Ну его нафиг. Я когда на озере утонул, там течения хотя бы нету. Здесь нырнешь, все. Тут просто дыры такие. Вот говорю, вот сейчас были морозы, допустим, сегодня 20 градусов. Ну вот корка вот такая получится, сантиметра полтора, как у меня получилось. И все, и кто-то влетит. Ну, снегом припорошит ее. Как бы вода выходить не будет, но лед-то там тонкий. А мне надо конкретно туда ехать. Нет, я думаю, может этот ручей сквозануть. А потом думаю, вот, ну, стоит вот этих приключений на жопу
Понятно, что для вас это интересно. Как говорится, для человека беда, для блогера контент. Вот. Там просто дядька, ну, реально, вот шла буранка, вот он проскочил, видать. Может, даже сам не видел, может, засыпано было. Сейчас просто открыло. Тепло же было на днях, опять же. Провалился, может. Там перепад такой, что мама родная. Может, что сломал. И пешком вот реально следы шли прям по буранке. Видать, и там оставил. Ну, это мои доводы, не знаю. Так. Внизу делать нечего. Там сплошной перекат, миля. Плюс пацаны там встали. Ну, вот кто приехал, Димон с Костяном. Вот. Дальше все это идет перекат. 3 километра. Вот. И вот этот плесик, где ставил я, получается, жерлица, может чуть-чуть повыше. Попробую там разбуриться. Не знаю. Ножи еще ушатал. Но у меня есть комплект запасной. Просто если дальше бурил бы, поменял бы, и такая же шуга, и новые бы ушатал. Эти уже старые были. Их давно надо было менять. Ну что, масла это, что. Крутит как бы. Потому что полукруглую точить я не могу, ребята. Не знаю, может подскажет кто, как точит кто. Вот именно полукруглую. Прямые это ладно. Подправляли и подправляем. А полукруглую вот не знаю. А сейчас вот заказал комплект ножей. Почти 500 рублей. Ну, такое себе тоже удовольствие. Одна лунка, камень, все хорош. А тут прям этот, не то что там, как его, ну затупились они, там прям вырвало металл камнями. Тут уже их по-любому укидывать. У меня там ножей куча. Но это все левое вращение. У меня же, я же все вручную ходил. У меня ножей этих 130-х, ой-ой-ой. Не знаю, комплектов 15, наверное, будет. Есть и грязный лед, зубчатый. Ну, сюда уже не поставить, надо заказывать. Че, ребят, я предлагаю туда только махануть. Раз приехал уже. Ну что, я тут 10 жерлиц поставил, и что, уезжать потом тоже не интересно. Такое расстояние проделать с дома, я имею в виду. Там будем пробовать, будем разбуривать плюс. Может, что получится. А вдруг там рыбка, ребята. Ладно, погнали. Плюсик, плюсик, плюсик. Плюсик, плюсик. Плюсик, плюсик, плюсик. Так, друзья, ну что, добрался я до плеса. Вот тут такой пляжик. Частенько на фидер сидят, рыбачат. Вон даже рогатулина стоит. Вот. Попробуем здесь засандалить. Сейчас главное найти береговой, самый ближний, чтобы косу утягивало, и потом дальше. В общем, перекроем как-то. Ну, воды, ребята, кошмар. Воды тут тьма. Не знаю, ничего не остается, как попробовать здесь. Ладно, что, погнали. Что тут примерно и попробуем. Не знаю.
Под комбайн немножко подискосок по течению, ребят. Да. Ножам хана. Че, шуга, что ли, здесь? Ее перный театр. Бля. Походу шуга. Да ё-моё, а. Что ж ты будешь делать-то? Ножам хана, ребят. Они ж дергаются. Блин. Новые ставить надо. Издевательство какое-то. Шуга. Все зашуговано, братва. Не пойдет дело. А мне береговые нужны. Ну вот получается, я вот там пробовал под жерлицы сверлякать. Попробуем ниже переехать. Блин, что за непруха? Вообще не пускает. Ты, говорит, на озере балдел, говорит, весь декабрь. Вот туда, говорит, езжай. Вот туда, говорит, езжай. Приперся, говорит, за налимчиком. Блин, ребят, плохие дела. Я вам скажу-то. Плохие дела. Вообще плохи. Тут плес весь зашугованный. А туда, под тот берег, мне смысла нету идти. Там клевать не будет. Че, попробуем ниже. Че тут, как дела? Мне кажется, весь плес в шуге. Шуга. Подшипник разворачу сейчас. Менять надо. Ножи. Зараза, блин. Шуга тоже. Мне береговые нужны. Ну тут вроде как-то почище. Пойду поменяю, ребята. Так, что мы имеем? Что мы имеем, ребята? Что-то мы имеем, а что-то мы не имеем, да? Имеем мы отверточку специально. 130-й. Но это ступенчатый. Под сырой лед не пойдет. А вот это у нас полукруглое. То, что нужно. То, что доктор прописал, как говорится.
Вот. «150-е» это под другой. 130-е левые. 150-е это под другой шнек. Прям, смотрите, ребят, прям оторвано все нафиг. Сейчас еще сейчас хрен открутишь. Замерзло сразу. Отогревать нужно. Как отогреть бур зимой? Ну, есть горелка, допустим, да, в кофре. Да все просто, ребят, просто в лунку засунуть его и все. 10 минут подождать, 5 отойдет. Вода все-таки плюс 4 градуса. Не знаю, ребят, вот тут что-то, ну хотя бы не такая грязища, блин. Ну вроде шуга тоже стоит. Просто не пробьешь. Это не балансир там, не ратлин. Чтобы пробить шугу, у тебя маленький крючочек с грузилом, с дребинкой, грамм. Надо, чтобы он ушел. И течением его подхватило, и всю косу он затащил под лед. А потом уже ставишь основной груз. Беда, ребят, да печаль, что скажу. Где рыбачить-то, блин? Ё-моё. Если все места вот так. Морозов не обещается. Завтра вообще, ребята, к нулю. Перепад жесткий, с дождем там чуть ли. Это хрен что замерзнет нафиг. Блин. Беда, короче. Беда, ребята. Вот это сезон. На реке вообще... Не знаю, низ придется пробивать как-то. Потому что, ну, я не просто так вот именно конкретное место еду. Вроде река, ставь и ставь. Я, ребята, здесь все берега уже обошел вдоль и поперек. Знаю каждый пляж, каждый поворот. Не раз ночевал на каждом повороте. Так что, говорю, знаю, ребят, практически здесь все. Остановился, ребят, возле вагончика. Я когда-то в нем ночевал по налиму. Супруга меня довозила до конца деревни. Я это все пешком шел. И на этих обрывах стоял. Даже что-то поймал, помню. Тут я ночевал. Смотрите, это пули. Хочу посмотреть, как тут вообще дела. Короче, как было, так и есть. Какие-то дрова, он тоже кто-то ночевал, смотрю. Котелок, пузырь, газеты какие-то. Даже нары есть. Ну, такая же печка была. Окна заделали. Я тоже этими кустами топился здесь, помню. Вот этими кустами дров здесь нету. Алтай. Алтай написано, ребят. Вот такой вагон. Весь простреленный пулями. Бум-бум. Он на выход как вышел. Было дело, да, ребятки. Ночевал я здесь. А так. Железный, ничего ему не будет. Просто, ну, может, кто-то что-то занялся. Как было, так и есть. Тут костровище. Короче. Так, от дождя. А что тут? Раньше обрывы были. Сейчас тут мелко, ребята. Вот скажешь, что кидай вон здесь комбайны. А тут делать нечего. Тут по колено, ребята.
Алтайка, да? Думаю, так просто посмотрю. Столько лис ходило ночью. Там косачи лунились. Проезжал возле берез. Свежие. Ну что, вкусно покушали. Засыпают нас ребята. Капитально прям. Перекусили, с мужиками пообщались. Вот. Диман, что, вперед иди. Что, вы первые? Давай иди. Ладно, пойду я. Пока они там. Погода испортилась. Как и обещали, снег. Так, что, поеду железы, посмотрю, ребят. А что, будем выползать в лес? По тихой грусти, как говорится. Метет страшно. Все замело нафиг. На удочке, кстати, тоже не клюет. Полетели. Приехал посмотреть снасти. Ну что тут смотреть, ребята, 9 жерлиц. Загаров нет. От слова совсем. Пустой плес. Ну вот, как-то так, ребят, не получилось нифига. С разведкой это хорошо, что поехал с разведкой. Не поехал с корытом там. С палатками, с печками, с раскладушками. Сейчас бы катался, тут маялся. В общем, ну, правильно сделал, что поехал с разведкой. Вот. Ладно, что, я оставлю, ребят, пускай стоят, что их снимать. Что, жалко. Карась заряжен, что. Пускай стоит, поглядим завтра, что. Прокатимся, так скажем. Время есть. Ну все, в принципе, нормал. Вот.
Так что как-то так. Не знаю. Может, у пацанов останусь. Переночую у пацанов. Чтоб не мотаться туда-сюда. Все равно километраж получается. Может, поеду домой. В общем, такие дела, ребят. Ладно, что, поехали. Будем выезжать. Друзья, доброе утро. Ну что, место встреч изменить нельзя. По традиции остановочка. В общем, как вы поняли, ребят, я вчера не остался у парней. Помотал домой. Хоть такая буря началась. Это было что-то с чем-то. Я еле добрался до дома. Меня залепило всего просто. Жесть. Всю ночь херачил снег. И сегодня, ребята, +1. Чтобы вы понимали, вчера было -18. Вечером буря и +1. Просто теплынь. Жерлицы, скорее всего, ребят, замело. Маленькие, тонаровские, скорее всего, их перекрыло, придется откапываться. Хорошо, что их немного. Не знаю, в общем, хреновая была затея, конечно, их оставлять. Но такой вот, ребята, первый выход. Все, ребята, я сегодня налегке. В общем, полетели. Ну, конечно, снега, ребята, дало. С 6 утра разгребался, в общем, откапывался. Трактора вон гудят, все чистятся. Такие дела, в общем. Еду до парней. Везу гостинцы, ребят. Еду на рыбалку с рыбой. Пару хвостов у меня есть. Запасов, так скажем. Парни поймали вчера налимчика, щучку. Но это в большей степени хочу угостить у Кости и у Димы маму. Потому что она меня смотрит. Огромный вам привет, здоровья крепкого. Вот рыбейку вам передаю. Мы половили, покушали. Так что мы не жадные. Себе поймаем. Так что, братцы, все, что попылили. Полный бак. Ну, в общем, налегке. Все, в путь дорожку. Фронтовая, так скажем. +1, блин. Офигеть. Ну что, погнали с Богом. Уже на проверке на льду. Сейчас заодно поспорим, как в успехе. Работают бродяги. Честь труду. Здорово,
А чё, где третий боец? Витя дома оставили, готовить завтра. А, так скоро обедать уже надо. Ну, это и есть. Типа, завтра. Понятно. Чё, желица замело? А что-то 4 поклевки, ну все, даже не скрученные. Да? Нет, наверное, налим что ли сосал. Ну вон 2 поклевки уже есть, вон лежат. Ах, ну да. Нет, горело, интересно просто, знаешь. Налим, наверное, хулиганит мелкий, да? Нас загорелся. А может окунь тут у вас? Окунь тут был вчера. Ну вчера же поймали вы. Но не размотанный. Ну что, друзья, подъезжаю. Тут походу люди приехали на окуня. Ну да. А я подъезжаю к жерлицам своим. Один загар есть. Один флажочек на добавочные жерлицы, которые к берегу. Посмотрим. Я думал, полностью заметет. Еле-еле торчат. Один флаг. И вымотки нету, ребята. Вымотки нету. Ну, помотала немножко. Помотала немножко и выплюнула. И кто это у нас? Это у нас, ребят, походу, ну, не знаю, есть порезы. Походу мелкая щучка. Не налим. Ладно, собираю. Собираю и валим. Ну что, друзья, все. Быстро смотал. Ребята там ловят мелочь. Один загар. Непонятно, то ли мелкая щучка, то ли налим поцарапал. Ну, обычно вот налимчики мелкие вот так издеваются. Обсасывают и выплевывают. Вот такая рыбалка, ребят. Начало у меня сезона в 2025 году. Хорошенько мне так пнул под жопу. Ну, я считаю, что это очередная, ребята, очередная накопление опытом. Очередной опыт. Вроде как уже, да, и там был, и уже в каких только передрягах не был. А тут тебе на, и просто прям показало хорошенько так. Я считаю, это нормально. От этого и нарабатывается опыт, что надо быть готовым как всему, ребят. Не знаю, я даже считаю, что хорошо я не начал рисковать проезжать вот этот ручей, потому что, ну, снега навалило так, что мама родная. Будем прощаться, ребята. Всем желаю удачи, чтобы этот сезон у вас был, начало сезона получше, чем у меня. Ну и аккуратно, ребят. Сами все видите, что может быть, происходить. И даже в январе на реке можно увидеть вот такую здоровенную майну. Вот, представляете, да, вот многие отдыхают в новогодние праздники. Ну, я просто так вот говорю. Ты летишь на хорошем снегоходе под 80 километров, залетаешь в поворот, а там просто открыта такая штука, что ты не ожидал бы никогда в жизни. И просто все хорош, ребята. Так что здоровье прежде всего, берегите себя. Ни одна рыба еще этого не стоит, ребятки. Ну, а мы будем бодаться, будем биться, как говорится. Увиделся с парнями. Считаю, все равно получше, чем на диване. Так что все, ребят, давайте. Праздники заканчиваются. Трудовые будни начинаются. В общем, все равно будем, ребята, что-то мутить, что-то как-то пролазить и будем заходить. Все, братва, давайте связь. Я погнал.